Вскоре в стране начнутся большие реформы для устранения излишней бюрократии в государственных органах. Сегодня специальная комиссия, которую возглавляет глава Кабмина, заслушала информацию о первых действиях, которые будут проведены в стране по снижению бумажной волокиты. В целом на рассмотрение спецкомиссии вынесено больше 45 предложений. По сути, двумя решениями, точечными решениями создан целый административный механизм по дебюрократизации. То есть не создавался специальный госорган, не было расходов времени, не было расходов денег, не выделялась инфраструктура. По сути, готовый механизм просто адаптирован. Это тот подход, который нам нужно использовать для решения задач. То есть не каждая задача должна требовать увеличения штата министерства, получения дополнительных денег и так далее. По сути, нам нужно дебюрократизировать свои подходы. Основные направления, по которым будет вестись работа на первом этапе, это упрощение процедуры ликвидации юридических лиц, устранение дробления бизнеса, когда одна компания существует по 10 разным документам, сокращение неэффективных и дублирующих друг друга структур. Самое главное, надо прямо сказать, речь не идет о сокращении. Речь не идет о сокращении госорганов в каком-то там математическом смысле. Задача, обозначенная президентом в указе, это повысить эффективность и провести дебюрократизацию. Если в этом процессе во время анализа будет выявлено, что какие-то структуры друг друга дублируют, какие-то процедуры можно сократить вследствие цифровизации или какие-то функции отдали на аутсорсинг, то на основе анализа возможно точечное рассмотрение вопроса сокращения. Но я не думаю, что это будет массово, такой задача вообще не стоит. Я думаю, сейчас будет вопрос о общем повышении эффективности госслужбы. Поэтому акцент делать на сокращение совсем неверно. Это не главная задача, я не думаю, что она будет такой системной. В рамках дебюрократизации также планируется проведение аутсорсинга в Министерстве здравоохранения, а точнее облегченный метод выдачи лицензий для частных клиник, которые смогут лечить онкобольных. Это позволит избавиться от государственной монополизации. Аутсорсинг, возможно, мы должны давать право частным клиникам, таким уверенным в себе, развитым, с хорошей базой, инфраструктурой, с хорошими врачами, онкологами. Мы должны им дать право, конечно, лечить пациентов, потому что в Бишкеке это один национальный центр онкологии, и в Аше одна небольшой онкологический центр есть. Сейчас госструктуры Кыргызстана погрязли в бумажной волоките. От этого страдают абсолютно все, как простые граждане, которые носят справки от одного госоргана к другому, так и сами государственные учреждения, которые не могут принять решение без наличия определенных бумаг от своих же коллег. Это не только убивает терпение, но и требует большого количества времени, чтобы решить одну небольшую проблему. Мы проводим широкие консультации по сбору предложений, потом анализируем эти предложения. Но если говорить о сборе, то самые лучшие предложения поступают от государственных органов самих. Никто не заинтересован в дебюрократизации больше, чем сами госорганы. На рассмотрении комиссии было выдвинуто 36 нормативно-правовых актов и 10 системных поручений, направленных на снижение излишней бюрократии и повышению цифровизации. Создание эффективной системы государственного управления находится под пристальным контролем президента и моим личным контролем. Перед нами стоят задачи по комплексному анализу деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также по максимальному устранению бюрократических барьеров, негативно влияющих на организацию их работы. Процесс дебюрократизации должен быть разносторонним, именно поэтому власти активно сотрудничают как с гражданским обществом, так и с бизнесом, ведь они чаще всего сталкиваются с бумажной беготней. Там ассоциации, компании, эксперты, бизнес-эксперты дают хорошие предложения по изменению НПА. От граждан, от НПО сектора мы тоже получаем. Там разного качества предложений. Некоторые уходят там в излишнюю теоретизацию, какую-то там широкую концептуализацию, демагогию, да? Некоторые просто обозначение проблемы без решения. Но пока мы открыты ко всем предложениям, и действительно хорошие иногда предложения попадают, мы будем по ним работать. Адылбек Касымалиев также подчеркнул важность участия граждан в обсуждении процедур, требующих дебюрократизации, и призвал к активному взаимодействию с общественностью. По итогам обсуждения первый пакет решений был принят единогласно. Было отмечено, что с полным содержанием НПА можно ознакомиться на едином портале общественного обсуждения Министерства юстиции. Малик Аюпов, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.